jaki dał nam Pan, jaki dał nam Pan. Zraduję się, Isu cieszym się nim, Isu cieszym się nim. To jest dzień, jaki dał nam Pan. Zraduję się, Isu cieszym się nim. To jest dzień, jaki dał nam Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami, z ducha chwali. Braty i siostry, Chrystus naprawdę u was cross i powstał, a my tego życia przez swoją śmierć pokazać, że my tak samo mają darową. Ale czy chcemy tu dałajści, to zależy od każdego z nas. Przepraszam za wszystkie nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem składać tę najświętniejszą ofiarą. Spowiadaju się Bogu Всемогутному i wam, braty i siostry, что zgrzeszył ja wielmi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Najświętejszą, zawsze Pannu Maryju, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, помолиться za mnie, do Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyższyniach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalим Ciebie, błogosławiam Ciebie, kłaniaемся Tobie, prosławiaем Ciebie. Dziękuję Tobie, Dzieja wielka i chwały Twojej. Panie Boże, Władaro niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Jedynorodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wiaresz na Ciebie graki światu, zmiłuj się nad nami, jaki wiaresz na Ciebie graki światu, przybivanie nasze, jaki siedzisz prawa różańca, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Molim się. Boże, Ty w сегодняшний dzień praw Twojego Jedynorodnego Syna даровал śmierci, czynił nam bramę u wieczność. Uczyni prosим, как святкуючи урочисте с мертвых повстания Пана, мы были обновлены Святым Духом и воскресли до нового життя в світлі вечним. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
які з тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог, брат усем, які вічний. Amen. Хто прочитає читання? Читание книги Деяния апостолов. У те дни Петр открыл устны свои и сказал: «Вы ведаете, что отбывалося по всей Юдеи, починаючи от Галилеи, після хресту, обвещеного Яном, як Бог намастил Духом Своим, Святым, и моца Иисуса з Назарета, який ходил, робячи добро и оздоровляючи всіх, опанованих дьяволом, бо з им был Бог. И мы, сведки усяго, что ён зрабіў в краине Иудейской и в Иерусалиме. Яго забили, повесивши его на древе. Бог воскресил его на третий день и дозволил ему объявиться не всему народу, але нам, сведкам, выбранным сперша Богом, якие ели и пили з ним після воскресения его з мертвых. Наказал нам обвещать народу и сведчить, что ён призначений Богом суддя живых и померлых. Про яго все пророки сведчать, что кожний, хто вірить у яго, атрымае дараванне граху праз імя ягонае. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Ось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Хвалите Пана, бо він добрий, бо навіки його милосердность. Нехай скаже Ізраїль, навіки милосердность ягонає. Ось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Правица Пана вознеслася высоко, правица Пана проявила силу, не помру, а лежить буду и обвещать справы Пана. Ось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Камінь откинутий будовниками, став головою дна. Пан учинив гэта, і дивно явно в очах наших. Ось день, який Пан учинив, будем радоваться в нім. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что у вышинях, где Христос сядет праворуч Бога. Про то, что у вышинях думайте, а не про земное, бо вы померли, и життя ваше сховано с Христом у Бога. Коли ж з'явится Христос, життя ваше тады, и вы з'явитесь разом с Ним в хвале. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Радостная свята пасхальная п'яти, верные приносят прославление дары. Откупила вечер Христос нас безвинный, пояднал зайцом нас, змыл грехи провинны. У бои великим смерть життя сустрела, хоть помер же он, благодарить смела. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у вас кровь живыем, годен быть в тревозе. Этому анёлу свідкам там стали, тільки полотно дых обратки ляжали. У вас кровь же Христос, Бог мой и надея, местом же споткание,
Буде Галилея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд правдзівы, смерці пераможца буде літасцівы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пасха нашего Иисуса Христа, мированная за нас, тому будем святковать у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. У перший день тижня Марія Магдалина прийшла до могили раніцею, коли було ще темно, і убачила, що камінь відсунут від могили. І побігла, і привела до Симона Петра і другого учня, якого любив Єсус, і сказала їм: забрали пана з могили і не ведаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петр і другі учень, і пішли до могили, побігли ободвом разом, і другий учень побіг напереді учень за Петра і прибув до могили перший. Заглянувши, убачив, що лежать полотни, однак не вийшов. Тоді прийшов за ним Симон Петр і увійшов у могилу і убачивши полотни, які там лежать, і хусту, яка була на голові ягоної, не з полотнами не лежала, а особно скручена на інше місце. Тоді увійшов і той другий учень, що прибіг перший до могили, і убачив, і повірив, бо вони ще не ведали Писання, що треба було йому воскреснути з мертвих. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Лео Бускаглія, писатель італійський вельми знаний, написав шмат цікавих речей, але один сказ, який мені запав вельми моцно, це говорить про те, що правда з'являється. Гэтага не скриєш. Говорить, мало що відомо, але відомо одно. Ніхто з гэтага світу не одійде живим. Правда? Ну, правда. Нічого нового не сказав. Але часами правду, ту, що ми ведаємо логічну, ми повинні її почути, і ми повинні її прийняти серцем нашим. Сьогоднішнє Євангелія, докладно перше читання, ми почули, что святый Петр повстал и открыл свои уста и сказал: вы ведаете, что было с детством Христом Назараином, и коли я уже помер, воскрес, и пишет далее, наказал нам обещать народу и свидетельствовать, что он призначенный Богом судить живых и померных. Кто? Иисус Христос. И сегодня для нас это великая радость. Кто себе сказал, что такую великую урочистость будем говорить про смерть? Ну так. Але той, хто буде судити нас, це велика радість. Той, хто буде нас судити, уже був тут на землі. Він був у нашому тілі людським. Він розуміє наші клопоти, наші турботи, наші хвороби, наші тяжкості, які ми переживаємо. Тому Бог, Отец, устанавливая Сына, который был на земле, сам не хочет быть судьей его. Бо его суд был бы неправдным. Ну, трохи так можно я натягиваю, бо и так это является Богом одним. Але як той, хто прийшов на землю. Говорить, святий Павел у листах своїх так само буде на це звертати увагу, що Ісус Христос з'являється, буде призначений Богом, як судити живих і померлих. І у гэтым буде говорить велика радость наша, що мене не буде судити мой брат, моя сестра. Чому? Бо чоловік бачить то, що не бачить з Богом. Бог бачить щось значно глибіє і далі, що в серці. І Бог ведає, чим було накеровано то, або другое, що ми зробили зло якомусь другому чоловіку. Чим це було спроводовано. Це як футболісти, коли грають в футбол, і один одному бойде споткати ззаді. А то і другий кричить, і інший може сказати любое слово в цей момент. Чому?
в этом упоре, в злости не может стремать себе, как выразить, выкинуть себе эту боль. Человек лечится грехом, тяжким, даже говорит, скажет, видно, хорошие мачки. Нет, Бог это им зробил в упоре, необдуманно. Необдуманно. Бог это ведает. А ми б одразу судили. Чому так відбувається? Це тільки звичайний приклад, а в нашому житті скільки таких прикладів є, які ми десь відкидаємо, що ми не робимо. Брати і сестри, Бог нас збавив. Херарда з Льонсбурга намалювала малюнок Hortus Delicantus, що означає огород розкоші. І в гэтым агароде раскошы ёсць Бог, Отец, які сядзіць з вудачкай, представьте себе. На гэтай вудачцы, на гэтай лесцы нарисованные, привязанные патриархи костела Старого Завета, самое важное, Авраам, Моисей, Изаак и так далее, самые головные, которые отыграли головную роль в збаўчым акте свету. Под сподом есть злый дух на земле. Есть злый дух, который радуется с того момента, что народился еще один человек. И этим человеком был Иисус Христос. Чему? Бо перед злым духом было закрытое Паном Богом. Злый дух не ведал акту, на який пришел Иисус Христос учинить на землю. И он ведал, кто он такие, он не ведал, что он хочет учинить. Поэтому не кусил его только так, в який способ кусил, ведаючи, что ты Бог. А не кусил его к того, кто даст збавление людскости. Злый дух этого не разгрыз в некий способ. Не мог зразуметь того, что Бог сошел на землю. И поэтому я радовался тому, что народился Иисус Христос. Что его так само покличет у своего володарства темности. Его скусить, спокусить в этом свете. Але на этом малюнку есть еще одно штости. На конце этой листки есть крючок. И на этом крючку хачапу висит крест с распятым Иисусом Христом. И показано, как злый дух шалея. И он лыкнул в этой каче. Он проглотил. Потому что Бог его вытянул. Забрал его то, над чем он пановал. А чем пановал злый дух? И он над смертью вечной уподобление. Иисус Христос пришел и дал нам житие вечное. Адам и Ева в этой житие вечное забрать. Про это говорил подчас наших титул пасхальных, которые минут полтораца. Этот малюнок показывает, в какой способ откупляя нас, избавился Иисус Христос. В какой способ Он себе сложил в ахляр, как мы это могли зразуметь. Ханс Кристиан Андерсон, вполне все чули про его, так? Письменник такие, который написал байки, уже и детям читали вполне, так само мне книжка его была. Есть там одна такая байка, называется она «Снеговик». Не вижу, кто с вас читал, когда-нибудь важно прочитать. И что эта байка говорит? Показывая снеговика, якого злепили дети. Гэты снеговик штовечар приходил под один из домов и стоял и углядался в окне. И в этом окне что-то его притягивало. А тем, что его притягивало, это была горячая печка. У всех, кто приходил до снеговика из горы, и розные птушки прилетали, ему говорили: «Ты что, снеговик? Чего ты тут стоишь?» Он говорит: «Мне что тянет на этой печке?» Все говорят: «А ты что, не ведаешь, что эта печка тебе забьет? Ты что столбишься? Это твоя смерть, тебе не хуткая смерть. А ты еще тешься житем, пока есть зима, кривая мороз. Тешься, говорим, что есть». А снеговик и так отказывал: «Я не ведаю. Я ведаю, что это меня забьет. А что у меня всередине есть, что меня притягивает до Бога. Не до Бога, до этой печки». Пришла весна, снеговик, само собой, растаял. И оказалось, что у снеговику дети, которые робили снеговика, как позвоночник для снеговика, ужили кочергу от печки. Эта кочерга от печки притягивала снеговика до печки. Потому что это говорю, таким снеговиком являемся мы все. Такой кочергой до печки является наша душа. Таким окном
з'является сегодняшняя святая мша, где мы прошли и будем узираться опять в этой околке, в этой белую хостую. Али, чи справді я готовий, так як гэты снегавік, заризикувати своїм життям для Бога. Бо моя філософи пишут, что душа людская у теле человечем знаходится як ув'язница, это вырывается на разные способы, как имкнуться до добра, предозволено было Паном Богом, и она хочет туда вырваться. Наше тело людское разроблено с праху земли. И мы поэтому так легко приклеиваемся до этих добротов, какие есть в этом свете. И эти доброты из нашего сердца крадут Пана Бога. Все вы, альбо больше из вас, может, ведая, сегодня я открываю на рыбалке, я буду говорить про эту рыбалку, ловлю рыб. Каждый ведая, что коли идем на рыбалку и клюне великая рыба, мы ведаем, мы идем только за великой. Нельзя ее вытянуть одразу на берег, бо мы ее одразу потянем, то сорвем, альбо леска лопнет, альбо крючок лопнет, не важно, что рыбы не будет. Каждый ведая, добрый рыбак, что эту рыбу на початку треба трошки помучиться. Управо, влево на нас будет вилять леску, трошки потянуть, если трошки опустить, трошки потянуть, аж ее не замучаешь. Это может тривать 10 хвилин, а может тривать и 10 годин, в залежности от рыбы, от упартости потоку и так далее, от велю разных речей, які складаються. Но что это говорю, братья и сестры, свой дух нас не хочет одразу вытянуть с христианства. Он закинул в удочку, и нас Владимир не готов и держит на этой удочке. И мы так сначала сопротивляемся, а может не поеду например, такие турные, али правые, а не поеду трамваем без билета. А не поеду, ну поехал, один раз проехал без билета, а что меня хрести, 4 раз проехался, а потом себе тлумачу, а все ездят трамваями, автобусом без билета. Да что я дурак, так все ездят, через него греху. Братья и сестры, это злый дух. Он нас покеровал, вперед назад нас замучил, и все, мы в этой воде, в этом потоку, на этом крючке над нами пануем. Не хочет нас вытягивать. Будет тримать, как высокий человек, не обудився. Ну что бы он как нас одразу вытянул с христианства? Мы бы проснулись и сказали, не, ну мне бабуля, дедуля, иначе как псанцы научали, на религии иначе говорили, нет, кто так есть. Так не может быть, надо одразу лучше чинить. А так и мы ведаем, что вельми бывает. Так и снеговик. Тело наше повинно спаляться для Пана Бога. Мы повинны заризиковать нашим життем, как здобыть владарство небесное. Вот тогда, как обрывается наше життя. Как снеговик. Он готов был расплавиться, как его кто ввести в этот дом. Возле этой печки. В ту самую хвилину. Бо что-то так мозг его тянуло на этой печке, что не видел. Так само человека я не часто что-то тянет. Для костела, все наши клопоты, какими не можем порадить. Проблемы, тяжкости. Что здесь хтось у нас захворел, что уже людские справы по-людську не можем порадить себе. И так далее, и так далее. Есть еще один скрипач, вельми знаний, Фриц Кляйсер. Фриц Кляйсер, скрипач, знаний з того, що вельми много грошей заробляв на початок, коли після концерту, але роздавав убогим, всім потребуючим. Хто потребував грошей, він не оставав собі нічого, був бідний. Але таленовитим. Повного разу вошел у краму и убачил скрипцы, супер скрипцы, вельми дорогие. В таких скрипцах он завжди умадил. Поглядел, попросил продавца, и говорит, ведаете, что затримайте мне эти скрипцы, мне треба некалькі дней, тижнів, я дам несколько концертов, збираю гроші и буду для скрипцы у вас. Прошло несколько тижнів, вернулся скрипач у краму, глядит, скрипку нема. Пытаю продавца, где скрипцы не хотел купить. Вот пришел коннессер, запропоновал мне в 3 раза больше грошей, чем я дам. Конечно, я продал, но в 3 раза больше. Хотел кто-то, что я дурак, что ли, продал такие этой скрипцы. Ну и продал. Засмутился скрипач, а я думаю, да хоть скажите, кто в этим коннессером, где он живет, где мне его шукать? По довгим намаганням продавець сказав, хто буде такий, яким з'являється чоловіком, який збирає ці різні речі, цікаві речі. Прийшов скрипач Фриц Кляйзер до этого человека. И говорит, я хочу выкупить вас этой скрипцы. Он говорит, нет, я за этими скрипцами уже 10 годов хожу, мне удалось их
купить, наконец, ни за какие гроши. Это наиценнейшее, что есть в моей коллекции. Большего нема. Говорится, смутившись знову, скрипач говорить, да хоть дайте мне хоть раз сыграть на этой скрипке. Я так и буду мару. Дал концерт этой, который мав у этой скрипці сыграть. И я почув першие руки, які видавив этой скрипач, этой скрипкой на хвилинку застыл. Аж мать заплакал. Прервал. Спел этой и сказал, это что? Ты маешь такий талант, я маю такие скрипці. Забирай їх. Нехай вони гучать не тільки мені, але нехай вони гучать усім. І гуляй на цих скрипцях везде, ти маєш встановити Божий талант. Брати і сестри, не можете говорити. Говорю правду, бо Христос воскрес. І цією правдою, яку ми сьогодні почули і прийняли в своє серце, ми так само повинні ділитися. Не оставить тільки для себе. Як ти скрипач, як скрипки, або як ти чоловік. Але як ми этой музыкой, этой правдой умели делиться. Бо чим есть Бог, як неправда? Бо коли Бога поставим на першее место, все остальные речи будут на добром, на правильном месте. Аминь. Керуйте Бога і там всемогутнього Створителя неба і землі, усякого вашого і невлачного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога собравного от Бога собравного, народженого, нестворенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас людей, пришел с неба, и утелодился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, Препонский Пиватель, был замученный и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взвешен на небо сядить праворучиться, и снова придет к хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного буду жить в свете. В этот день воскрешения Пана, полная хвалы и радости для всего костела, вознесем наши молитвы до Бога. Отца молимся за святый костел, который мог обещать всем людям правду о перемоте Христа, над смертью Тебя просим. Молимся за всех святоров, как наследующие апостолов, и они были пильными и клопотливыми вартовниками Христовой овчарни, Тебя просим. Молимся, как у воскресный Христос стал для всего свету дорогою, да досконаления собрал на спокою. Тебя просим. Молимся за хворых и терпящих, как раз удел у Христовым крыже, и они спознали с утешением воскресного Христа. Тебя просим. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы распознали Христа у людях, яких сустракаем каждый день. Тебя просим. Боже, Ты про смерть воскрешения Твоего Сына заключил заповедь с человечеством, выслухай нашей молитвы и учеников нашей, а ученики за все были згодные с верой, якую вызнаем раз Христа, Пана нашего. Тебе верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой, нас завсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой, назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я
время отряду рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему престолу святому. Милосердный Боже, наполни великодный рад. Милосердный Боже, наполненные великодной радостью, восклadaем Тебе хвалу. Враз, якую Твой костел отражается до нового життя. И отримливает Его спасибо, враз Христа Пана нашего. Аминь. Аман с вами. И с духом Твоим. У говору сердцеві, узносим і Пана. Подякуем Пану Богу нашему, Бога и справедлива. Заправды Бога и справедлива, слушна и избавленна. Как мы Тебе, Пане, завсёды избавили, а особливо в этот день больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос быва яроватый, як нашая Пасха, волен собравная ягня, и он взял грехи свету и своей смертью перемог нашу его смерть, вернувши нам житё раз свое смертных повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскресению Христа. А хоре анёлов разом с усими святыми спевають в Тобі гімн хвали, неспинно ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышиях, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна на вышиях. Заправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалится и все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действия моцей Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно сбираешь народ Твой, как от усходу солнца и до заходу, складав именем Твоему чистую ахвяру, тому у едности с усим костелом, у наисвятейший день с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, праз Яко покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего в эти дары, какие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали святы телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо он у тую ночь, коли был выдаденный, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery usiał kielich i podziaku Tobie składaючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грехов. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры, обвещаем свет Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Panie, wspominając zbawczую mógł Twojego Syna, tak samo jak cudowne воскрешение u Niego chrzest, i czekając Jego drugiego przyjścia z podziaką składają Tobie гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожелал быть милостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе.
Niechaj ją sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, kab my zmogli otrzymać spадщину z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętейшей Panной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми про заступництво, яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать в вере и любови костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem, z усіми biskupami, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласці Твоей пришел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христові у Христе, Тобі, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усякі вічния. Называемся детьми Божьими, ими являемся, тому осмеливаемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od złego. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. По Твоему благодарству и милости хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Парах Божия и вечная грани свету, смилуйся над нами. Парах Божий, який береш на себе враги свету, смилуйся над нами. Парах Божий, який береш на себе враги свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, пусть той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь, я не вартий, аби войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Слезы славы вытирайте,
Христа. Возрос вам над нами, и Он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Что для Пана варты зброя, камень перашоды все, не стремает злая воля, суд, что нам жизнь несе. Жить Бога, кто старался, надаремно намагался. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутный по натуре, что створил земный обшар, вышел в гробу, нижние муры, песня родный Володар. Спарта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Иисус Христе, дай избавление, да лучший нас усих. Раз Твое воскресенье, да супольности святых, в небе перед Сыном Божьим, хай хвалу носить кожный. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Молимся. Боже, ховай завсёды костёл Твой своё отцовское векай, каб новыми пасхальными сакраментами, и Он досягнул хвалы из мертвых повстания, праз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы пасторские. Сьогоднішня свята імша відбудеться у 12:15, больше святих імшов не буде. Завтра другий день свята у святій імші у 8:15 і у 19. 7 красовика, это наступная неделя Божьей милосердности в нашей парафії, відбудеться отпуск, який узначалить арцибіскуп Юзеф Станевський, митрополит Амінський, Могилевський, святу імшу о 12 годині, на яку сердечно запрошаю. Так само в этот день ще відбудеться 2 імши у 9 і у 19 увечері. В наступную неделю святой імши у 10:30 не буде. Триває новенна на Божій милосердності з той причини, що триває октава Великодного посту у п'ятницю, 5 красовика, в эту ближайшую можно есть мясо. Радость бачу вашу хорошу. Адорація Пана Ісуса на Святейшем Сакраменті відбувається кожен день з 14 до 19. Так само в наступную неделю відбудеться у нас сакрамент конфірмації чи бежмовання, коли хто би хотів со старших приступить до этого сакраменту, а ще не имел, а має таку можливість, то будемо зустрічатися від понедільника до четверга, кожен день після святої імші вечорової. Запрошую ті особи, які желають
прийняти сакрамент конфірмації. Дякую сердечно усім, хто причинився до приготування сьогоднішніх святок, святині на ті святи. Дякую за ахвяри на будову, за співу праву літургічну, за тих, хто прибирав територію вокруг каплиці, хто мив каплицю. Помолимся за всіх нас, как мы отсвяткували добро святий з мертвих повстання Ісуса Христа, за тих, хто чекає дітей і народив дітей, хто має юбілеї, хто так само на цьому тижні має дні народження іменини. І ще пожадання, які арцибіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінська, Могилевский Ярослав, брати і сестри, на Великдень по традиции мы складываем один одному святочное пожелание радостных святок. Жадаю вам, как вашей штоденной радостью был Христос воскреслый. Закликаю всех нас словами молитвы великого Папы Яна Павла II, как мы имкнулись зразуметь и царить велизную ласку у воскресения Христа. Пише Ян Павел II. Без воскресения перемогло бы зло. Без воскресения темра застається без світанку. Без воскресения смерть перемагає. Без воскресения сенс життя застається таємницею. Дорогі брати і сестри, жадаю всім нам обудитися до нового життя во воскреслом Христе. Нехай радостная, узнеслая Аллилуйя гучить у ваших серцах. Слезы с твар вытирайте, прогоняйте с сердца в грех. Песни радостно спевайте, хай гучит веселый смех. У воскрес, Пан над нами, и Он живе, и Он разом с нами. Доверяю усіх вас Марии, Матью воскресного Пана, и благословляю в имя Отца и Сына и Духа Святого, подписал арцибискуп Юзеф Станевский, митрополита Минска, Могилевский. Дякую, великий, что вы пришли, что вы есть. Примите Божие благословение, нехай вам поможет добро отсвятковать эти святы, а так само, как в наших семьях было больше супокою, больше собравной любови. О Христос для этого життя дал. Нехай это наше поздравление Христосу воскрес не будет только, ну, ведаем, что Он воскрес. Он соправдив воскрес. Але коли ми одного поздравляємо, то ми можемо запитати, спочатку я поздравляю Христос воскрес. Я питаю, чи соправдив моє серце воскрес? Чи я відчинився на ласку, яку мені Бог сьогодні дав для переміни життя? И той человек, который его принимает, когда я маю, что у меня воскрес Христос, я могу передать то, что есть у меня. Когда я ничего не понимаю, что я могу передать? Только слово «Христос воскрес», а это пустое слово, как оно прибутково оказалось, что ничего не значит в нашем житті. А затем, брати и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Примите Божие благословение, нехай эти слова благословения будут моими пожаданиями в имени моего и в имени ксенза Александра, нехай они сплывут на вас. Пан з вами, И с духом твоим. Ахлите головы на благословение, у сегодняшнюю пасхальную урочистость нехай благословить вас всемогутный Бог и милостиво заховая вас от греховных спокусов. Амен. Бог, який праздник воскрешення Своего одинородного Сына родил нас до вечного життя, нехай наполнить вас духовными дарами. Амен. Бог, який послядет муки, наполнил вас великой радостью, нехай допоможе вам дойти до радости вечной. Амен. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в змаганні, будь нам обороною,
покорно просим, нехай якось знищить Пан Бог, а ти, князь войска небесного, могутностью Божою, силою пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть душною по світі. Амінь. Найсвятейший храм, правдивая тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный,